Повысить грамотность правовых инспекторов труда профсоюзных организаций. Участники встречи – работники здравоохранения из 44 регионов страны. Более 100 человек. На семинаре разбирают актуальные вопросы. Во главе оплата труда в здравоохранении. Приходится руководителям учреждений, чтобы заполучить молодые кадры, еще надбавку молодым специалистам устанавливать. И еще это в том случае, если у него такие полномочия есть, скажем так. Вот. Поэтому, конечно, все это уже стало очень быстро выходить на поверхность, и, соответственно, в первую очередь шла озабоченность нашими медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, самый такой передовой край, куда мы с вами все обращаемся, если что-то вдруг происходит. То есть это самая такая площадка. Контроль за соблюдением трудового законодательства, представительство прав работников в суде. За правовыми инспекторами стоят важные задачи. Анна Хазеева в профсоюзе с 2016 года. В первичку вступила еще студенткой в 2009 году. Все вопросы, которые связаны с заработной платой, мы для себя еще больше подчеркнули, усвоили. По структуре поговорили заработной платы. Я думаю, что дальше мы будем говорить уже о возможностях использования фонда оплаты труда медицинских организаций, что очень важно для заключения отраслевых соглашений, коллективных договоров, на что мы имеем право претендовать, на что нет. И все-таки какая заработная плата должна быть у различных специалистов с уровнем образования, врачей, среднего персонала, младшего персонала и так далее. Ингушетия для проведения такого большого семинара выбраны не случайно. В республике одни из лучших в стране результаты социального партнерства, основы взаимодействия профсоюзов. Мы всегда выбираем территории, те, которые отличаются в лучшую сторону, чтобы можно было посмотреть какие-то особенности, узнать, каким образом коллегам удалось добиться значимых результатов. Поэтому вот выражаю еще раз благодарность Фатиме Алихановне за ту работу, которую она провела, как раз таки и в том числе и по социальному партнерству, потому что показатели социального партнерства, цифры очень высокие. Есть и соглашение, которое заключено между министерством и Республиканским комитетом профсоюза работников здравоохранения. Профсоюз работников здравоохранения Ингушетии Фатима Барханоева. Почти за 30 лет они не раз отстаивали права медработников региона, восстанавливали их в должности и не только. Мы за последние 5-6 лет добились того, что заработная плата у нас в медицинских организациях, она практически не задерживается, выплачивается своевременно. Если вдруг поступает какой-то сигнал от председателя профсоюза, что идет задержка заработной платы, то мы связываемся с руководством, и в течение 2-3 дней вопрос снимается с повестки дня. Участники семинара уверены, полученные здесь навыки помогут им еще эффективнее оказывать работникам здравоохранения юридическую и методическую помощь. Показательно было то, что на семинар прибыл сам председатель Центрального комитета Домников и наш непосредственный руководитель. Это Краснорудская Марина Викторовна. Я полагаю, что вопросы, которые будут сегодня рассматриваться, в том числе и касающиеся социальных выплат, вопросы оплаты труда, защиты прав работников учреждений здравоохранения, они пригодятся. Семинарские занятия продлятся 3 дня, в течение которых правовые инспекторы будут учиться не только юридическим тонкостям, но и конструктивному поведению в конфликтах, особенностям регулирования трудовых отношений, смогут разобраться в заключении коллективных договоров и отраслевых соглашений. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Новости 24.